Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Главнокомандующий силами НАТО в Европе находится с визитом в Украине. На повестке дня военное сотрудничество. Россия ведет войну в Украине, считает глава литовского МИДа. Молдова готовится к выборам. Избиратели ждут реформ. Прага. Передаем слово вам. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Литва – самый активный критик политики Кремля в Евросоюзе. На этой неделе президент страны Далия Грибаускайте назвала Россию террористическим государством и, посетив Киев, пообещала военную помощь Украине. В Госдуме России призвали разорвать дипотношения с Вильнюсом. В эксклюзивном интервью программе «Настоящее время» министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус заявил, что стороны должны перезагрузить свои отношения. С гостем нашей студии беседовала Шахида Якуб. Мы спросили господина министра, почему именно Литва взяла на себя функцию главного критика России в Европе. Тут нет как бы цели соревноваться, кто там жестче, что там скажет. Я бы назвал, что мы высказываемся последовательно. И мы не желаем никакой конфронтации, мы просто хотим называть вещи своими именами, что не всегда удается. Если мы не оцениваем ситуацию адекватно, то очень трудно как бы реагировать бывает. А вы готовы платить цену за такую политику? Ну, вы знаете, мы уже платим. Мы платим каждый день, и, как мы говорим, тоже платим. Сейчас у нас тоже блокада на границе, останавливаются наши, значит, и машины, и автомобили, и держатся на границе без объяснений, по сути дела. Это бывало и раньше, перед тем, как ввели санкции против Евросоюза, так мы сначала тоже терпели насчет молочных продуктов. Знаете, это соседнее государство, все равно есть товара, какой-то оборот, есть традиционные какие-то там, скажем, направления, и их так сразу менять сложно. У нас бизнес сделал такой вывод, что партнер не очень такой, как бы, пользуется доверием. И вы готовы платить эту цену, несмотря на то, что Россия может и прервать дипломатические отношения, и дальше наказывать? Ну, видите ли, мы все-таки хотим разговаривать аргументами. Мы тоже хотим иметь нормальные отношения. Кто же еще, если не соседи, хотели бы иметь эти отношения? Но я всегда говорю, если отношения и строятся на какой-то основе, то эта основа не должна быть только интересы, должны быть какие-то ценности. И когда мы подходим к тому, что, вот скажем, страна, кстати, член Совета Безопасности, постоянный член Совета, который как раз учрежден для того, чтобы охранять мир и систему вот этого порядка в мире, проводит агрессию против соседнего государства и отрицает даже все это, ведь Россия говорит, что она не участвует в конфликте вообще, это внутреннее дело Украины. И как это объяснить, если направляются танки, ракетные установки, которые нельзя купить в магазине? Надо называть вещи своими именами. А вы не боитесь, что вы проснетесь завтра, и в центре Вильнюса появятся зеленые человечки? Ну, всякое может померещиться, знаете. Но у нас, серьезно говоря, конечно, ситуация немножко по-другому, чем, скажем, в Украине, Молдове, в Грузии. Все-таки мы члены НАТО, члены Евросоюза. Далее Грибаускайте говорил, что если не остановить агрессию России против Украины, то тогда агрессия распространится на всю Европу. Главное, что эта агрессия имеет такие черты немножко другие. И они не являются такие конвенционные, знаете, такие, ну, как бы обычные. Можно там создать какой-то конфликт, в одно время говоря, что мы ничего общего с этим конфликтом не имеем. Вот эти такие асимметрические, скажем, угрозы, еще добавлю кибернетические, скажем, атаки. Много-много есть вариантов, я сам не буду сейчас их изобретать, но это тоже как бы То есть вы не хотите давать никаких идей российским властям? Я думаю, что они очень креативные, они все это делают очень хорошо. Надо бдительно к этому относиться. Но вы довольны сотрудничеством между странами ЕС и НАТО относительно их ответа агрессии России? По-моему, мы должны действовать более вовремя и более как бы едино, и координация могла бы быть больше. Такое ощущение, что Россия, режим Путина идет на один шаг вперед, может, даже на 2 шага вперед. Ну, может быть, по тактике даже так и получается. Ну, конечно, на национальном уровне принимать решения быстрее можно, верно? Принял решение, можно воплощать. Тут 28 государств, они должны все обсудить, это требуется время. Но я бы хотел другое сказать. Вот скажете, мы говорим, это ресет, да, или перезагрузка. Это не поможет, если программное устройство будет старое. В этом контексте это правительство России имеется в виду? Я не имею... Нет, вы хорошо спрашиваете, я даже благодарен. Нет, я имею в виду мышление, сам образ мышления. Это меня настораживает. Мне кажется, кнопочку перезагрузки тяжело будет сейчас включить, потому что идет такая массированная пропаганда с российской стороны.
И это, кстати, недооценивается правильно. Вы знаете, не все мои коллеги, наверное, понимают силу пропаганды. Пропаганда влияет на русское население? Я думаю, влияет. Вы знаете, поскольку... Вы предпринимаете какие-то меры для того, чтобы балансировать? Вот, такие меры вот и должны. Надо преподнести качественный продукт. Я не являюсь сторонником цензуры, там, знаешь, запрета. Это как-то звучит не очень демократично. Надо преподнести что-то такое, чтобы тоже было интересно и смотреть. И не только новости, я имею в виду, и другие, скажем, передачи. Но это легко сказать. Ну, я так понимаю, что в Литве не очень много качественных или вообще русскоязычных или каналов, газет. Ну, видите ли, в Литве там 6,5% россиян. Да? И, кстати, я хочу доброе слово сказать, они очень такие лояльные государству, большинство из них граждане страны. И очень трудно ими манипулировать, я так думаю. А вот что касается поддержки Украине, то я вам скажу, мы все время говорили, что сколь в Украине то, что происходит, это не является гражданской войной, это является агрессией извне. Уже объяснял, почему. Танки, ракетные установки, войска движутся через границу, которая не контролируется. И насколько это будет продолжаться. Кстати, эти группировки, как их будем называть, это не важно, но они иногда оснащены лучше, чем некоторые европейские армии. Это было эксклюзивное интервью министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса нашей программе. В настоящее время спасибо, что смотрите. Далее в нашем эфире включение из Вашингтона. Коллеги, продолжайте. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов находится с визитом в Украине. На пресс-конференции в Киеве он выразил крайнюю озабоченность милитаризацией Крыма. Сегодня он также встретился с премьер-министром Арсением Яценюком. Стороны обсудили военное сотрудничество и поддержку реформ в оборонном секторе Украины со стороны США. Тема предоставления Украине оружия вновь оказалась на повестке дня после победы республиканской партии на выборах в Конгресс. Пока поддержка Украины Соединенными Штатами ограничивается поставками нелетального характера, такими как бронежилеты или транспортные средства. Но вопрос об оборонительной летальной помощи Украине никогда не снимался с обсуждения, говорит заместитель советника по национальной безопасности Тони Блинкен. Такая возможность не отбрасывается. Мы ее рассматриваем. Выступая перед комиссией Сената, Блинкен заявил, что действия России в Украине дают право на более решительную ответную реакцию. Полагаю, что, учитывая серьезные нарушения России, подписанных ею соглашений, Минских договоренностей, тем элементом, который может заставить русских подумать дважды и воздержаться от дальнейших действий, является укрепление потенциала украинской армии, в том числе с помощью оборонительного летального оборудования. Судя по всему, позиция Блинкена находит поддержку. Украина должна защищать себя, говорит конгрессмен-республиканец Стив Стокман. Посмотрите на фотографии из Украины. Это очень важно. Люди, взглянувшие на них, не могут спокойно смотреть на происходящее. И тем не менее мы молчим. Но нельзя оборонять страну, не имея оборонительного оружия. В то же время специалист по российско-украинским отношениям Кит Дарден из Американского университета считает, что проблемы украинского правительства связаны скорее с его внутренней организацией, чем с военной техникой. Укрепление украинского государства не означает поставку американского оружия, поскольку Украина сама производит оружие. Для нее это не проблема. Тем временем Россия предупредила, что предоставление американской летальной помощи Украине приведет к дальнейшей дестабилизации обстановки. На брифинге во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби дал понять, что с точки зрения Министерства обороны США пока изменений в политике нет. Ничего не изменилось в плане предоставления нелетальной помощи силам безопасности Украины, которую мы продолжаем оказывать. Мы продолжаем рассмотрение украинских запросов о военной помощи, но в данный момент мы занимаемся нелетальной помощью Украине. Госдепартамент США поздравил Эстонию и Финляндию с подписанием соглашения о создании единого газового рынка и единой газовой инфраструктуры к 2019 году.
The United States welcomes the announcement of the accord between Estonia and Finland. Соединенные Штаты приветствуют подписание соглашения между Эстонией и Финляндией о создании новой инфраструктуры поставок сжиженного природного газа в Балтийском регионе. Этот договор был подписан менее месяца спустя после того, как Литва открыла первый подобный терминал. Это важный шаг в процессе диверсификации ресурсов природного газа в регионе из любой точки мира и очередной шаг в создании взаимосвязанного энергетического рынка в Европейском Союзе. Энергетическая безопасность — следующая глава в процессе интеграции расширения экономики Евросоюза. Мы приветствуем анонс этого нового шага, направленного на усиление энергобезопасности и энергопроизводства уже к концу этого десятилетия. В Фергюсоне, штат Миссури, в сдерживании демонстраций протеста были задействованы подразделения Национальной гвардии. После того, как в беспорядках во вторник от мародерства и поджогов пострадали свыше десятка местных магазинов. В присутствии более 2000 военнослужащих протесты в ночь на среду носили гораздо менее деструктивный характер, хотя 44 человека все же были арестованы. Напомним, что беспорядки были вызваны решением суда присяжных не выносить обвинительного приговора против Даррена Уилсона, белого полицейского, застрелившего в августе безоружного афроамериканского подростка Майкла Брауна. Сам Уилсон утверждает, что он вел себя в соответствии с законом и с тем, как его учили. По словам офицера, Браун пытался вырвать у него оружие, и он был уверен, что парень собирается в него выстрелить. По данным Американской службы социальных исследований, более 46 миллионов американцев планируют путешествовать в День Благодарения. Его отмечают завтра. Однако снегопад, который ожидается на северо-востоке США, грозит многим испорченным праздником. По последним данным, были отменены уже около 350 рейсов. Прага, мы возвращаемся к вам. Сергей? Будущее голосование в Молдове – это больше, чем определение состава новой законодательной власти. Страна сейчас на перекрестке. Хоть Кишинев и говорит о желании сохранить нейтралитет, в нынешних условиях Молдове придется выбирать Запад или Восток, уверены политологи. В это воскресенье Молдова выберет новый парламент. А что говорят сами люди, с каким настроением они готовы идти на избирательные участки? Bună ziua, dragi copii! Маричика Прока – учительница в детском центре. На этом уроке она обучает ребят новой технике составления узоров из скрученной цветной бумаги, чего ждет молодой учитель от грядущих выборов. Независимо от партии, которая наберет большее количество голосов, надеюсь, это будет политическая сила, выступающая за европейское будущее страны. С точки зрения педагога, конечно, мы стремимся к качественному образованию. Для нас, учителей, важен обмен опытом. Этого пока недостаточно из-за низких заработков. Нужно запастись терпением, чтобы успешно реализовать реформы в правосудии, соблюдать свободу самовыражения, стремиться к согласию между людьми. Актрису театра имени Чехова Светлану Туз мы застали в гримерной. Она готовилась к выходу на сцену, где через несколько минут публика встретила ее бурными аплодисментами. От политиков она ждет в первую очередь качественных изменений в образовании и решительных преобразований в области культуры. Я хочу, наверное, не столько для себя, сколько для своих детей, для своих внуков, чтобы они жили в более свободной стране, чтобы уровень возможностей был еще выше. Не дай бог, невысок. Не нужно нам сейчас сразу высокий уровень, ведь нам обещают многое порой, понимаете? А потом так трудно думать о том, что вот я поверила, человеку, он пообещал, да, и вдруг не исполняется. Вдруг нет того, что хотелось бы, чтобы наше правительство обратили внимание более на культуру. Культура в нашей стране, я считаю, немножко заброшена. Юлия Брат получает уже второе высшее образование. Она изучает право. Однокурсники считают ее очень энергичным человеком. Юлия – основатель неправительственной организации, а в прошлом году она в числе 50 других студентов стала обладательницей почетной стипендии. Девушка часто бывает за границей и говорит, что обмен опытом играет ключевую роль в ее образовании. На самом деле выборов я жду не с таким нетерпением, как, например, в 2009 году.
Думаю, для меня важнее всего, чтобы моя мама вернулась домой, потому что она работает за границей, как и сотни других родителей. Это меня сильно беспокоит. На прошлых выборах была уверенность, убежденность в том, что с приходом в политику новых людей многое изменится в лучшую сторону и будет множество реформ, которые обеспечат стране процветание. Сейчас я не верю, у меня нет той же уверенности, а лишь надежда, слабая и туманная, на то, что перемены возможны. И главный вопрос, ответ на который ждут жители Молдовы, будет ли у нового парламента политическая воля проводить реформы? По какому пути пойдет страна, по сценарию Кишинева, Запада или Востока? В российской столице прошел телемост Москва-Кишинев, и, побывав на нем, наш корреспондент Андрей Королев сделал следующие выводы. Во время телемоста Москва-Кишинев российская столица была представлена отнюдь не знаковыми специалистами в области российско-молдавских отношений. При этом Кремль не только живо интересуется предвыборной ситуацией, но и принимает у себя молдавских парламентеров от партий, ориентированных на евроазиатскую интеграцию. На протяжении, собственно, всей кампании, насколько я понимаю, Россия более-менее поддерживает, допустим, даже не более-менее, довольно активно поддерживает морально партию социалистов. Лидер этой партии едет в Москву, фотографируется с Путиным. Второе лицо этой партии, там, Зинаида Гречаной, тоже активно здесь как-то, общается. В данном случае идет поддержка тех, кто, я так понимаю, договор способен. На протяжении последних лет молдавский электорат выдавал кредит доверия европейски ориентированному альянсу правых сил. Однако со временем общество стало раскалываться по геополитическим векторам, и падение доверия к либерал-демократам и их союзникам поражает воображение. Ровно то же можно сказать и о коммунистической партии, усталость от монополии которой уже ничем не компенсируется. Главная оппозиционная партия, партия коммунистов, будет очень жестко атаковать и критиковать правящие партии. Так вот, этой критики в адрес власти мы со стороны коммунистов не очень слышим. Вот последние дни появились какие-то первые сигналы, что вот предстоящая неделя в этом смысле будет более активная, более традиционная. По оценкам социологов, вероятнее всего, в парламенте окажутся 6 партий, что не обеспечит большинство правому альянсу. Очевидная слабость коммунистов, умеренные позиции Либерально-демократической партии Молдовы и рост ожиданий в отношении Патрии обеспечивает гарантию относительно спокойных выборов, что не подтверждает ожиданий отдельных наблюдателей, пророчествующих возможность молдавского Майдана. Предпосылок к этому нет, уверены участники телемоста. И далее у нас эфир из Вашингтона прямо сейчас. Из Нью-Йорка, точнее, где наградили редактора российского независимого телеканала «Дождь». Подробности у коллег. Наташа? Да, Сергей. 4 журналиста получили во вторник в Нью-Йорке международную премию свободы прессы, которая ежегодно присуждается Комитетом по защите журналистов в знак признания репортерского мужества. Среди них главный редактор российского телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь. На церемонии побывала наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Добрый день, Наташа. Действительно, вчера в гостинице Waldorf Astoria собрался весь цвет американской и международной журналистики. Я беседовала с очень известной ведущей телевизионного канала CNN Кристиана Манпур, и она сказала мне, что эта награда за свободу прессы очень важна, потому что она показывает международной общественности, с какими сложностями приходится сталкиваться журналистам в разных странах для того, чтобы мы, зрители, читатели, могли узнавать правду. В этом году награда была присуждена 4 журналистам. Журналисту из Ирана за его публикации про ситуацию с геями в Иране, журналистке из Южной Африки за ее публикации, которые рассказывали о том, что о коррупции в правительстве, бирманскому журналисту и вот Михаилу Зыгарю. Я побеседовала с Михаилом Зыгарем, и он и спросила у него, что же нужно делать в России для того, чтобы улучшить ситуацию с независимыми СМИ. И вот что он мне ответил. Просто какая наша главная цель? Наша, я имею в виду граждан России, которые хотят жить в счастливой, преуспевающей стране. Наша главная цель, чтобы в России было гражданское общество, которое бы боролось за свои интересы, которое бы беспокоилось о том, чтобы ему было хорошо, которое не позволило бы себе навязать чужую волю, будь это воля
какого-то другого государства, или будь это воля каких-то отдельных лиц в руководстве нашего государства. И главная цель, чтобы мы, журналисты, помогали этому гражданскому обществу. Может быть, как-то отчасти позволяли ему узнать что-то новое, информировали его, конечно. Я хочу напомнить, что в последнее время телеканал «Дождь» сталкивается со всякого рода трудностями. В частности, Дума приняла закон о том, что о запрещении размещения рекламы на платных телеканалах. И теперь вот «Дождь», непонятно, как будет «Дождь». «Дождь» — это независимый телеканал, он не получает дотации от государства, поэтому непонятно, как он будет себя обеспечивать. Кристиана Манпур знакома с Михаилом, знакома с работой телеканала «Дождь», и вот что она мне сказала. В России и в других странах мира мы сейчас наблюдаем стремление заблокировать, сузить пространство для независимой журналистики, чтобы линия партии была главной. И ситуация особенно обостряется, когда случается кризис или война, и правительство хочет доносить до граждан только свои взгляды, без исключения, без несогласных. Вот почему поддерживать свободную и независимую прессу, особенно в моменты кризиса, очень важно. Ну и будем надеяться, что вот вручение этой очень престижной международной премии за свободу слова еще раз привлечет внимание международной общественности к ситуации со свободными независимыми СМИ в России. Наташа. Спасибо, Виктория. Это была Виктория Купчинецкая, наш корреспондент в Нью-Йорке. Праздничные парады в честь Дня Благодарения в США проходят в эти дни по всей стране. Самый большой парад с красочными выступлениями певцов, танцоров, акробатов с огромными надувными фигурами пройдет завтра в Нью-Йорке. Но маленькие города тоже не отстают. Репортаж Ануши Витисян и Сергея Москалева с парада, прошедшего в Силвер-Спринге, штат Мэриленд. Школьные оркестры, акробаты и клоуны, члены спортивных секций и танцевальных клубов, скауты, владельцы небольших бизнесов. Все, кем гордится и кому благодарны жители пригорода Вашингтона, Силвер-Спринг, приняли участие в параде в канун Дня Благодарения. Парад движется по главной улице городка, где за последние годы выросли новые высотные здания, штаб-квартиры известных компаний, появились торговые и развлекательные центры. Традиция Дня Благодарения уходит корнями в далекое прошлое. Впервые он был отпразднован в 1621 году. Колонисты-пуритане привнесли в праздник глубокий религиозный смысл. Они увидели в нем новый способ поблагодарить Всевышнего. Это возможность подарить любовь близким. Это самый близкий по духу американцев и далекий от политики праздник США. Парады, посвященные Дню Благодарения, проходят осенью по всей стране. Но в каждом городе праздник в чем-то неповторим. Таким его делают жители. Латиноамериканские танцы, африканские ритмы отражают политический состав населения. В городке царит атмосфера веселья и карнавала, преддверие долгожданного вечера в кругу семьи и друзей. Мы собираемся в доме моей тети, просто объедаемся, играем в игры и смотрим футбол. Желтые осенние листья, букеты хризантем, тыквы, надувные игрушки – обязательно атрибуты парада Дня Благодарения. Кстати, традиция надувать гигантские игрушки родилась в Нью-Йорке в 1927 году, когда американцы впервые устроили парад в честь этого праздника. Парад в День Благодарения открывает большой сезон зимних праздников. Как говорится, все только начинается. А пока с Днем Благодарения. Ануша Витисян, Сергей Москалев для программы «Настоящее время», Вашингтон. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». Гитара – инструмент универсальный. Именно этому ее качеству посвящена экспозиция в Вашингтонском музыкальном центре, где инструмент превратился в полотно для художников. С момента изобретения гитары художники превращали сам инструмент в произведение искусства. Традиция продолжается и сегодня в одном из музыкальных магазинов в штате Мэриленд.
Это гитары, которые будут представлены на конкурсе талантов. Автор идеи – владелец магазина Тони Литц. Однажды на аукционе он купил вот эту гитару. Он называет ее гитарой Битлов. Мы дали ей такое имя, потому что на ней изображены Битлз. Так вот, по дороге домой я подумал, а что если нам провести конкурс по украшению гитар? Посетители магазина сестры Лэйни и Энн Селби больше заинтересованы в самом инструменте, нежели в музыке. Я начала с руки медиатора. Моя мама склеила части, а я их раскрасила. А потом мы приклеили аппликации на гитару. Семья Уильямсов тоже работала над своим инструментом. Джим и Лори и их дочери Кристина и Мишель. Мы на фотошопе обработали фотографии Джимми Хендрикса, сделали коллаж. Получилось здорово. Эдвин Зелай назвал свой инструмент звездной гитарой. Меня вдохновил Винсент Ван Гог. Его работы много значат для меня. Ван Гог, поп-музыка, британский телесериал «Доктор Кто» вдохновили Тэмми Макларен. Я думала о том, как бы украсить свою гитару, и вспомнила песню Дона Маклейна «Звездная ночь». Сначала я расписала переднюю часть инструмента, а потом заднюю. И привязала дизайн к словам. Дженнифер Юн из сломанного инструмента создала работу под названием «Steampunk Rock». Я не хотела ненароком испортить хорошую гитару, а так как это уже была сломана, я начала наклеивать на нее всякие вещи. Старый латунный патрон, лампочку, пружины из матраса, нефункциональные датчики. В роли жюри конкурса выступили посетители магазина. После подсчета голосов победила гитара 15-летней Карлы Аранеды. Сначала я покрыла всю поверхность инструмента белыми пятнами. Затем черным акрилом нанесла рисунки. Не все могут виртуозно играть на гитаре, но участники конкурса создали из своих инструментов особые шедевры. Именно этого и добивался Тони Литц. А у нас в Вашингтоне как раз пошел снег. Насколько я понимаю, наши коллеги из Праги тоже собираются рассказать о видео из России, связанном с погодой, которое набрало рекордное количество просмотров в интернете. Сергей? Да, сейчас расскажем. Пока в Праге снега нет. Люди, толкающие автомобиль зимой, ни у кого не вызовут удивления, а вот люди, толкающие самолет... Именно такую картину можно было видеть на крайнем севере, в аэропорту города Игарка Красноярского края. В сети появился видеоролик, как ты правильно заметила, Наташа. И вот на этом ролике пассажиры сдвинули с места самолет Ту-134, примерзший к взлетно-посадочной полосе. На улице в тот момент было минус 52. Минус 50 – крайняя температура для эксплуатации самолетов. Замерзло масло в шасси. Впрочем, в наземных службах аэропорта утверждают, пассажиров высадили, чтобы воздушное судно стало легче, а сдвинул его с места впоследствии тягач. Ну а люди просто баловались, толкая самолет и снимая друг друга на видео. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.